Меня зовут Ирхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных событиях для татар России. Чему может научить Минниханов Хабирова? 28 августа в Казани открылся памятник башкирскому писателю и поэту Мустафе Каримову. С официальным визитом в столицу Татарстана приехал глава Башкирии Ради Хабиров. Вообще, знаменательное для Татарстана и Башкортостана событие собрало не только представителей двух республик. Памятник поэту приехал открывать и внук литератора Темирбулат Каримов с супругой Ингой Сечиной. Да-да, это та самая дочь того самого могущественного нефтебарона России Игоря Сечина. Отметим, что открытие в Казани памятника Мустафе Каримову – это такой символический ответ на открытие памятника Габдулле Тукаю в Уфе. Уверен, монумент Мустафе Каримову в Казани послужит дальнейшему укреплению татаро-башкирской дружбы, продолжит наши традиции культурного обмена и сотрудничества. Кстати говоря, Мустафа Карим имеет особое значение и для татар Башкирии. Не мне вам, татары Башкортостана, указывать, как относиться к личности Карима. Но мы прекрасно понимаем, что с этническим происхождением Мустафы Карима не все так однозначно. Подчеркнем. Мы говорим именно о происхождении писателя, а не об его самоидентификации. Конечно, он в Башкирии себя считал башкиром, наверное. А вот что говорит о нем его дочь Альфия Каримова. Башкирский и татарский – два родных языка. Отец свободно на них писал. Он типтярь. У них же язык очень близок к татарскому, а башкирский знал он в совершенстве. Он же башкирский народный поэт Альфия Каримова. Не будем упрекать женщину в том, что она не очень-то хорошо разбирается, кто такие типтяри и какова история их происхождения, но намек на его происхождение Мустафы Каримова, мы поняли и уловили. Но не ради же только открытия памятника башкирскому поэту решили встретиться два руководителя братских республик. В Башкирии у Ради Хабирова образовалась очень интересная ситуация. Мы говорим о защите Шихана Куштау. Аналитику, посвященную защите этой горы, мы уже ранее делали. Очевидно, что эта конфликтная ситуация по Куштау больно ударила по авторитету Хабирова. В глазах федерального центра Хабиров предстал как глава региона, который довел ситуацию до открытого столкновения между многочисленными рядами защитников Куштау с одной стороны и ЧОПом Башсоды и росгвардейцами с другой стороны. В глазах же жителей республики глава Хабиров предстал как слабый руководитель, которому изначально свою позицию навязала башкирская содовая компания, а потом уже после случившегося конфликта он свою позицию поменял. Чему же может научить президент Татарстана Минниханов главу Башкирии Хабирова? Здесь мы сделаем небольшое отступление. Для понимания ситуации обратимся к мир-системному анализу. Представим наш мир и нашу Россию в виде большой капиталистической махины. В этой системе практически вся деятельность людей направлена на получение капитала, на зарабатывание денег. Но не все регионы и страны в этой большой мир-системе одинаково капиталистически развиты. Поэтому в ней выделяется условно центр, полупериферия и периферия. Центр – это очень комфортные страны и города, где очень приятно жить, отдыхать, наслаждаться жизнью, тратить и копить деньги там. В этих центрах также есть экономика знаний и технологий. Периферия – это те территории, откуда центр для своего развития черпает ресурсы. Сырье – это могут быть полезные ископаемые, нефть, газ, тот же известняк Шихана Куштау, а также финансы и людские ресурсы. А вот полупериферия – это те страны и регионы мира, которые не согласны быть лишь сырьевым придатком центра. Они не хотят быть периферией, но с центром говорить на равных не получается. Центр противостоит равноправному диалогу. Татарстан в большей степени – это именно полупериферия.
Причем для нашей республики центрами выступают как Москва, так и сытый капиталистический западный американо-европейский мир. В нашей республике на сегодня есть масштабные социальные проекты, которые спонсируются за счет, например, Татнефти. Та же программа «Наш двор», например, полностью оплачивается компанией. Башкирия же в большей степени это периферия, увы, но так получилось. Башкортостан в свое время потерял контроль за главным для себя нефтяным активом в виде Башнефти. Теперь Башнефть – это дочка госкорпорации Роснефть. И вот Роснефть открытым языком говорит жителям Башкирии, что ей нужна только нефть республики. Ну а на потребности жителей Башкирии Роснефти наплевать. Вот, например, директор хоккейной школы Салават Юлаев в Уфе прямо сказал родителям юных хоккеистов, что Роснефть их больше не спонсирует. Значит, я вам честно и откровенно скажу, мы буквально 3 дня встречались с руководством клуба. На сегодняшний день Роснефть отказала в финансировании, она не финансирует хоккейный клуб. Вы представляете, да, в каком объеме Роснефть финансировала хоккейный клуб Салават? Более того, школа переходит на бюджетное финансирование, и вы прекрасно понимаете, что там совсем другие нормы, совсем другие объемы и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы хоть как-то немножко компенсировать это, естественно, мы ввели платные образовательные услуги. История вокруг Шихана Куштау тоже из этой самой схемы. На конкретной территории есть притягательная гора известняка. Если ее начнут разрабатывать, то заработанные миллиарды рублей и долларов переправят в офшоры. Местные жители ничего от этого не получат, только плохую экологию. Но благодаря защитникам Куштау Башкирии сформировался устойчивый запрос. Жители республики больше не хотят быть периферией. И Хабиров, как глава именно периферийного региона, их больше не устраивает. Им нужен глава полупериферии. Кроме как идти в ученики Миниханову, у Хабирова больше нет вариантов. Да и если в Поволжье будет 2 российских полупериферийных региона, а не только один Татарстан, то как-то легче будет отстаивать свою позицию перед ненасытными центрами. Не так ли? Первый шаг для этого между Татарстаном и Башкортостаном должны быть очень плотные торгово-финансовые связи. Вот, например, что сказал Хабиров во время осмотра красиво отстроенной набережной Кабана. Брусчатку гранитную делают у нас в Кукмаре. Очень, кстати, высокого качества. Гранит они возят уральский, делают в Кукмаре, обрабатывают, у них очень хорошая технология. Дальше вот вы здесь увидите. Вы знаете, у нас гранит хороший Башкирия. То есть, представьте, что Татарстан закупает гранит из уральских регионов, минуя свою соседку-сестру Башкирию. Рустам Миниханов предлагает Радию Хабирову наращивать торговый оборот между республиками. Резервы и ресурсы для этого есть. Тут главное взаимовыгодные и равноправные отношения. Ну, объем товарооборота вот, ну, по той статистике, может быть, у нас значительно больше, 34 миллиарда пишут, но, наверное, все учесть невозможно. Приграничные наши территории, там никто это не считает. Мы вот сегодня говорили по поводу самого длинного моста в мире. Значит, 2 часа есть. Да, 2 часа разница, значит, получается. Ну и я заверяю, что мы готовы 50% расходов по восстановлению моста принять участие. Но неправильно будет, если между Октябрьский там и это, они же, наши работают у вас, ваши работают у нас. Миниханов также заявляет Хабирову запрос, который исходит от татар Башкортостана. Большое количество татарской национальности проживает в Башкортостане. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить Ради Фаридовича вот, за их поддержку, то, что они могут сохранить свои культурные, национальные интересы, традиции. И, конечно же, у нас в республике, конечно, не так много башкир, но все равно
Они тоже занимают активную позицию, мы всегда поддерживаем во всех этих начинаниях. Переводим чиновничий дипломатический язык на понятный человеческий. Ради Фаритович, если что, то у вас в Башкортостане есть много татар. Нет, 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 их немало, их много. Им важно сохранить свою национальную идентичность. Мы вас авансом, конечно, поблагодарим, Ради Фаритович. Если что, ваших башкир мы в Татарстане не обижаем. Имейте это в виду. Ну а эти слова Рустама Нургалиевича мы оставим без комментариев. Смысл у них однозначный. Пользуясь возможностью поблагодарить вас за ваш визит, поблагодарить за наши отношения. Для нас большая честь принимать первое лицо Башкортостана. И я считаю, что очень важно, чтобы мы друг другу помогали, а не выясняли, кто из нас умнее или какой. Мы все достаточно умные. И Башкортостан, Татарстан будет держаться вместе и в экономическом плане, и в политическом плане. Это очень важно, чтобы у нас было полное понимание и в вопросах интересов наших регионов. Если Хабирову нужно укрепить свой авторитет в глазах жителей Башкирии, в глазах федерального центра, конечно, Рустам Нургалиевич готов ему помочь, поддержать по-пацански. У татар память, конечно, хорошая, и в то же время мы добрые. Мы татары мира. Еще сделаем? Давай. Бачка. Нормально. Да. Как раз нормально. Как нормальные пацаны. Шампуры дайте, если... Будут потом. У татар есть своя стратегия. Документ, который должен сегодня побуждать и вдохновлять татар, был принят на расширенном заседании Национального совета Всемирного конгресса татар 29 августа. Изначально документ был одобрен на утреннем заседании Милли Шура, то есть тем же самым Национальным советом, куда входит 75 человек. Это деятели культуры, искусства, активные общественники из разных регионов России и мира, а также представители властей Татарстана. После того, как документ был принят, было решено, что стратегию надо вынести на обсуждение более широкому кругу общественников и активистов. Поэтому, собственно говоря, и было созвано Миллят Жиена. По факту, наверное, более широкое собрание можно было бы и не созывать. Достаточно было бы решения Милли Шура. Но было решено, чтобы в принятии такого важного для нации документа приняло участие максимально возможное число членов Всемирного конгресса. Но не будем выкидывать из головы, что Всемирный конгресс татар может и провел бы еще более широкое заседание, как это обычно бывает. Но, видимо, эпоха пандемии коронавируса внесла свои коррективы. Обратим внимание, что ранее и глава Надсобрания Всемирного конгресса татар Василь Шахразиев и другие активные разработчики во время общественных дискуссий заявляли, что готовят документ, который называется «Стратегия развития татарского народа». Принятый сейчас документ называется как «Татары. Стратегия действия». Почему вдруг решили отказаться от развития и оставили только действия? Смотрите, если поднять все многочисленные письма, обращения и статьи татар со всего мира, которые направлялись в Казань, то можно обнаружить, что они по большей части состоят из пожеланий или призывов что-то сделать, действовать. Отсюда у разработчиков стратегии, видимо, и появилось такое название. Сложно не согласиться, что татарам действия нужны в первую очередь. Конечно, развитие – дело важное. Однако, если уж разбирать также дотошно в духе тренда последних дней, то развитие – это результат действия. Хотя давайте признаемся честно, что татары во всем мире живут в разных политических, социальных, экономических, этноязыковых условиях. Перед некоторыми татарами стоит задача прежде всего сохранения своей идентичности,
А какая она? Может ли кто-то дать формулу? Последние события показывают, что да, очень многие готовы внести свою критику, указать на ошибки, упрекать. Не то чтобы сказать, как надо, но сказать, как точно не надо, у них получается. Чем импонирует текст? Отсутствием директивы. Тот, кто прочтет, не будет чувствовать себя неумехой, который и язык-то не знает, и традиции чтит не так рьяно, как должно, и знания истории у него не такие глубокие. Этот текст похож больше всего на двери в татарский мир, в котором ждут. Стратегия получилась таким своеобразным манифестом. Наверняка у многих уже есть свое отношение к этому документу. Кто-то может его критиковать, считать, что какие-то моменты, упомянутые в документе, он знает лучше. Люди имеют полное право на то, чтобы у них было свое личное отношение к этому документу. Но прежде чем критиковать документ, давайте ответим на несколько вопросов. Возможно, уверенное «да» на отдельные из пунктов скажет не каждый. Все люди разные. Разделять ценности, гордиться богатым культурным наследием, стремиться к образованию и прогрессу, быть патриотом своей родины, стремиться к достижению своей цели. С чем вы не согласны? Каким бы я хотел видеть документ? Со светлой целью, грандиозными задачами и обещанием невозможного? Стратегия – это документ для татарского народа уникальный. Раньше были и другие работы, которые так или иначе определяли самих татар, их действия, ценности, принципы, цели и задачи на будущее. Но его особенность этого текста, он не обещает невыполнимого, а говорит, что у нас есть много ценного и важного, и мы не знаем, что будет завтра. Но у нас есть все, чтобы преодолеть любые сложности. Вот, ответив на два этих вопроса, думаю, потом и можно приступать к критике документа. Это дело каждого из вас, наши зрители и подписчики. Оставляем вам это право. Мы же обратим внимание, что в тексте стратегии каждый татарин может найти что-то для себя. Мы, например, заметили некоторые моменты, которыми могут вооружиться татарские активисты в разных регионах России, да и вообще те, кому не безразлична судьба своего народа. Во-первых, акцент только на локальной татарские идентичности неизбежно ведет к растворению в доминирующих культурах. Поэтому единство татар важнее. А как мы понимаем, такая проблема есть. Смотрите наши предыдущие выпуски. Во-вторых, в документе однозначно говорится, что нельзя представлять ошибочным существование национально-территориальных образований. Здесь, видимо, имеется в виду татарские общественные организации и автономии. И вообще национальные регионы России. В документе делается предостережение, что не стоит ударяться в политику, нужно решить для себя, что важнее – программные лозунги и хайп или действия. В-третьих, стратегия призывает татар избавиться от конформизма, равнодушия, стремления плыть по течению. Ну, хорошая же мысль, согласитесь. В-четвертых, единство татар не зависит только от места проживания. Владением татарским языком, имущественным и должностным положением, отношением к религии, принадлежностью к конфессиям и каким-то другим убеждениям. Да, в единстве татар высока роль ислама, но отметим, что исторически некоторые татары исповедуют христианство. Не менее важны культура и обычаи, язык, родная земля, общая история, да даже татарская эстрада. Но это все слагаемые. Общая сумма-то у нас единство татар. В Башкортостане опять обходят стороной татарскую треть республики. Там стартовал республиканский литературный конкурс «Проба пера». Заявки на него можно подать с 20 августа по 30 сентября 2020 года. Награждение ожидается где-то в октябре 2020 года. Призеров должно быть 36 человек. Какие именно призы их ждут, нам неизвестно. Но произведения победителей и призеров прозвучат на литературном гала-вечере в исполнении артистов театра, кино и эстрады Башкортостана.
Лучшие произведения будут рекомендованы к печати. Так пишут организаторы конкурса. Кто может участвовать в этом литературном конкурсе? Организаторы утверждают, что это могут быть все желающие жители Республики Башкортостан, которые пишут только на башкирском и русском языках. Ну, то есть татары Башкортостана, пишущие на татарском языке, пролетают мимо, остаются за бортом. Мы полностью разделяем всю ту боль, которую испытывает, например, руководитель литературного объединения «Илхам. Вдохновение города Туймазы» Нурия Полиахметова. Она в соцсетях высказывается, что этим конкурсом ущемляются права татар, живущих в Башкирии, что 99,9% ее края пишут на литературном татарском языке. А как обстоят дела с литературными конкурсами в Татарстане? В нашей республике есть несколько литературных конкурсов. Везде можно участвовать на татарском языке. Во-первых, это Всероссийский конкурс юных писателей «Илхам». Его проведение еще только ожидается этой осенью. Татары Башкортостана, не отчаивайтесь, у вас есть возможность поучаствовать там. Второй конкурс – это, если что он так называется, конкурс прозы и драматургии, посвященный жизни современного села. Он уже состоялся летом этого года. Кстати, среди его победителей есть и татары из Башкортостана. Поздравляем! Помните, в самом начале мы вам говорили о схеме мир-системы, состоящей из центра, полупериферии и периферии. Такую же схему можно справедливо применять и к культурным явлениям. Как видите, в Башкирии свои местные татары культурно вытесняются. Светлые и талантливые умы находят возможность для своей самореализации только в Татарстане. Да, Татарстан притягивает к себе татар со всей России. Но это не потому, что только Татарстану это нужно. Нет, это просто в Башкирии татары и татарский язык не нужны. Теперь вы понимаете, чем является Татарстан и Башкортостан в культурной схеме центр и периферия.